Доброго летнего утра, Республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня четверг, 25 июля. И давайте узнаем, какими событиями и датами отмечен день сегодняшний. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники речной полиции. А также, начиная с 2014 года, в нашей стране отмечается профессиональный праздник. Называется он День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Мы поздравляем всех, кто относится к упомянутым праздникам. А теперь ознакомим вас со свежим прогнозом погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 7, плюс 8 градусов. Днем ожидается до плюс 28-29 градусов тепла. В Заречье утром от минус 1 до плюс 20 градусов. Днем плюс 27, плюс 28 градусов. В Южных утром плюс 10, днем 21-24 со знаком плюс. В Вилюйских Улусах утром плюс 10, плюс 16, днем плюс 29, плюс 30. В Нижнеленских плюс 14, плюс 15 утром, днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Заречье утром плюс 14, плюс 15, днем плюс 27, плюс 30. В Колымо-Идигирских Улусах плюс 3, плюс 10 утром, днем плюс 5, плюс 26 градусов. В Янских утром 0, плюс 11, днем плюс 16, плюс 28. В Северо-Западных Улусах плюс 6 и плюс 16 утром и днем плюс 11, плюс 25. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается 29 плюс 31 градус. Далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Передаю слово своим коллегам, после чего мы с вами увидимся здесь, на площади Ленина. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Путин поручил правительству исключить категорию 0+. Так, до 1 сентября правительство должно предоставить предложение по совершенствованию российского законодательства по защите детей от вредной информации, исключив данную категорию. Соответствующий перечень поручений дан по итогам встречи президента с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта. В ходе мероприятия главе государства пожаловались на трудности, с которыми люди сталкиваются из-за закона о возрастной маркировке книг и фильмов. В частности, одна из участниц форума пожаловалась президенту на необходимость маркировки любого журналистского материала 0+, 6+, и 12+, отметив, что разницу между 0+ и 6+ трудно уловить. Президент пообещал ей рассмотреть этот вопрос и решить его в соответствии со здравым смыслом. В Госдуме предложили изменить порядок получения гражданами скорой медицинской помощи. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья напомнил, что согласно действующему законодательству врачи скорой помощи, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. А на это по статистике уходит 12 минут. Кроме этого, врачи не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей или законных представителей. По словам депутата, от этого нужно уйти. В Якутске состоится акция по раздельному сбору отходов. Сегодня на площади Ленина с 16 до 20 часов можно сдать батарейки, отработанные ртутные лампы, алюминиевые банки, картон, макулатуру, в том числе журналы, газеты, бумагу А4, но без скоб и скрепок, а также пластиковые бутылки и пакеты, одноразовую посуду и другие виды пластика. Все собранное во время акции вторсырье отправится на переработку. Отмечу, что мероприятие проводит волонтерское движение «Раздельный сбор» совместно с Центром компетенции по вопросам городской среды республики.
Якутское отделение Русского географического общества собирается отправиться в экспедицию по следам знаменитого исследователя Сергея Убручева. Всего будет две группы. Одна из них из Уснера на моторных лодках пройдет по реке Индигирке. Вторая группа, в которую помимо ученых войдут студенты и школьники, также из Уснеры отправится горным маршрутом. Это уже третья экспедиция по следам известного ученого. Но на этот раз она проводится по гранту Русского географического общества. Мы с ним поедем. Значит, планы экспедиции, конечно, грандиозные. У нас и научная программа большая, и, значит, вот фотографирование места именно с тех точек, откуда фотографировал сам Сергей Владимирович Убручев. В этом году в связи с грантом, значит, мы решили перенести сроки на август. И вот надеемся, что в этот раз мы проедем дальше по маршруту Убручева. Значит, до горы Чон, как минимум, а возможно и в бассейн реки Мирюле и до Чебокала. К другим темам. Изменение порядка подсчета проведения спортивных игр народов Якутии стало главной темой очередного заседания коллегии Министерства по физической культуре и спорту республики. Согласно постановлению, которое поддержали все члены коллегии Минспорта, точкой отсчета станет 1932 год, когда в первый раз была проведена всеякутская спартакиада. Спортивные игры народов Якутии появились в 1996 году, при этом снова поменялся порядок отсчета. Сейчас принято решение восстановить нумерацию игр, объединив все проведенные за это время турниры и приняв за отправную точку дату первой всеякутской спартакиады. Таким образом, через 3 года Усть-Алданский улус примет не 8-е, а 30-е спортивные игры народов республики. Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. На днях состоялась стратегическая сессия по рассмотрению проекта стратегии социально-экономического развития арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2030 года. Организатором мероприятия выступило Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера нашей республики, разработавшее ключевой документ по дальнейшему развитию арктических территорий региона. И сегодня у нас в гостях первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Сергей Неустроев. Сергей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот как раз-таки, что касается сессии, да, каковы ее основные цели и задачи? Да, ну, с момента образования нашего министерства по развитию Арктики и делам народов Севера стояла задача разработать стратегию развития социально-экономического именно арктических районов, арктической зоны. И без участия жителей Арктики мы не могли его принять, поэтому было проведено несколько общественных слушаний учеными, экологами. И вот мы провели недавно, 21-22 июля, стратегическую сессию по разработке основных подходов, задачи именно основного социально-экономического вектора развития арктической зоны республики. Да, и было приглашено где-то 70 человек. Это представители министерств, в первую очередь руководители самих районов, главы, и ученые, представители промышленности и народные депутаты. Всего где-то 70 человек. Ну, в каком формате проходила сессия? Формат был такой, что это был мозговой штурм и обсуждение. Все люди принимали активное участие, все участники. Было принято 5 направлений. Так. Обсуждались вопросы по 5 направлениям. Это человек в Арктике, это здравоохранение, образование, занятость, пространственное развитие, транспорт, ЖКХ, связь, энергетика, развитие малого и среднего предпринимательства в Арктике, сельское хозяйство, основные рыболовство и оленеводство. Также было направление разработка крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в Арктике. Это у нас особое внимание к этому. И пятая группа – это экология и наука,
международные связи. Ну и что по итогам данных направлений было выявлено, да? Да, ну, прозвучало очень много предложений. У нас где-то больше 160 предложений было озвучено. Новых идей, предложений, Новых да? идей где-то половина из них. В основном это касалось социального развития, здравоохранения, как кочевой доктор, арктический доктор. Также по промышленности прозвучали такие предложения, как разработка малых угольных месторождений, развитие экотуризма, вот в таком направлении. Ну и, конечно же, у нас это коренные малочисленные народы Севера и их традиционное природопользование. Опять же, рыболовство и оленеводство. Но что планируется вашим министерством, да, по развитию Арктики в ближайшее время? Какие планы впереди? Но мы уже видим очертания нашей стратегии, и она очень важна не только для нашей республики, она важна для всей страны. Это идет синхронно у нас работа с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации. И поэтому мы уже видим свою цель и задачи, целеполагания. Надеюсь, что с помощью общественности, ученых, всех заинтересованных лиц мы разработаем хорошую стратегию, которая определит основной вектор развития Арктики до 2030 года на 10-15 лет. Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Действительно, современная Арктика сегодня имеет много проблем, и в наших общих силах их решения. Спасибо вам еще раз за участие. Удачного дня, плодотворной работы. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. У нас на очереди наша рубрика в преддверии 5-го Восточного экономического форума 2019 правительства республики при поддержке фонда Росконгресс с 29 по 30 июля проведет выездную сессию на тему «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России». Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Тему продолжит моя коллега Наталья Колесова. Для участия в мероприятии приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, представители международных финансовых организаций, международных банков, крупнейших компаний Японии, Китая, Кореи, консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока. В рамках панельной дискуссии мы планируем обсудить особенности получения Российской Федерации займа международных банков развития, проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, подающие заявку на получение финансирования, а также пути решения, потенциальные возможности решения существующих проблем. Выездная сессия Восточного экономического форума в Якутии станет площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также будет способствовать продвижению инвестиционных проектов и поддержке малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день мы разработали концепцию развития инженерной инфраструктуры для финансирования, для подачи заявки финансирования в новом банке развития. И будем обсуждать данные два проекта в рамках деловой программы выездной сессии Восточного экономического форума в городе Якутске. Мероприятие проводится в республике впервые, и организаторы надеются на плодотворную работу с участниками в рамках 2 дней предстоящего форума. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Четверг, 25 июля на календаре. Добро пожаловать в новый день. Мы выходим с площади Ленина, с самой главной площади нашей столицы, и рады делиться с вами своим хорошим настроением. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp-номер. Он все еще существует, если вы про него забыли. Абонент МТС 279-2262, его номер. И рада зачитать сообщение, которое пришло к нам этим утром.
Сердечно поздравляем родственника Петрова Леонида Леонидовича с праздником, Днем Следователя. Сердечно поздравляем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе, семейного благополучия, много счастья. А вот, к сожалению, кто не подписался, тем не менее, мы присоединяемся к поздравлениям. Кинопрокат в эти дни заполнен экшн-блокбастерами, триллерами, хоррорами и военными фильмами. Что выбрать этим летом для похода в кино? Мы знаем ответ на этот вопрос. Кинотеатр «Лена» продолжает показ ремейка культового диснеевского мультфильма «Король Лев». Тот же знакомый с детства и юности сюжет, но с игровыми персонажами, такими как в реальной жизни. Также продолжается показ якутской комедии-драмы «Надо мною солнце не садится», 4-я часть истории игрушек и «Собачья жизнь 2». Когда ты вернешься, позаботься о Си-Джей. Я еще никому не открывал эту тайну. Ну а этот четверг несет нам новые поводы сходить в кино. На большие экраны выходит экранизация классической детской книги француза Гектора Мало «Без семьи» 1878 года. Тебя у Барберена для того, чтобы ты пел. В русской версии названное «Приключения Реми». Это удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика. И только сегодня кинотеатр «Лена» приглашает зрителей на специальные показы в 18:30 документального фильма «Паваротти» на языке оригинала с русскими субтитрами. Режиссер Рон Ховард, лауреат премии «Оскар», предлагает новый взгляд на жизнь и карьеру легендарного оперного певца. Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. «Лучано Паваротти» по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизнь людей по всему миру лучше. Также сегодня в 19:40 состоится показ фильма «Пространство музыки». 4 друга из России отправляются в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Концертные площадки, студии, репетиционные базы, фестивали, клубы и улицы. На пути от Ливерпуля до Лондона они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира. На большие экраны возвращается культовая классика 90-х, провокационный, возмутительный и брутальный фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Показ пройдет также на английском языке с русскими субтитрами. Успевайте и приобретайте билеты заранее. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. В следующем сюжете давайте узнаем, как отдыхают дети Якутии этим летом. Школы Южной Якутии распахнули свои двери для 2-го сезона лагерей дневного пребывания. В течение смен ребята ходят в походы и посещают экскурсии, занимаются спортом и участвуют в интересных мероприятиях. При комплектовании смен лагеря первоочередным правом пользовались обучающие из категории малообеспеченных многодетных семей, семей группы риска, детей под опекой. Во второй смене 168 детей. В лагерях они проводят досуг. Самая главная задача – это чтобы они отдохнули. Их очень хорошо кормят, во-первых. Во-вторых, они занимаются такой деятельностью, как поделки, рисунки, чтобы у них успокоилась нервная система. Вот сейчас, когда у нас как раз закрытие будет лагеря, будет творческие поделки, это творческие работы. Вот они сейчас собирают монетки, и потом они свои эти рисунки, поделки друг у друга покупают. Это самая интересная вот такая программа будет в конце сезона.
В развлекательной форме, как и на празднике «Якутия моя родная», детей знакомят с национальными традициями и историей. Детей наряжают в национальные костюмы и предлагают выступить со своими номерами, вовлекая в мероприятие. Кто-то исполнил якутские национальные танцы, а кто-то с волнением и трепетом рассказывал свои стихи. Кругом леса, моя Якутия, моя республика Саха. Воспитатели старались помочь детям и поддерживали их на выступлениях. Мы играем, рисуем, в догонялки играем. Но мы идем гулять, танцуем, делаем конкурсы. Летние пришкольные лагеря в Нерюнгринском районе работают в 2 сезона. Отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 1000 обучающихся. Второй сезон детских пришкольных лагерей закончится 22 июля. Екатерина Павлова, Татьяна Дебрина, Захар Головин, Нерюнгри. Доброе утро! Мы продолжаем в рамках празднования Дня работников торговли и общественного питания. В республике с 24 по 28 июля проходит 3-й республиканский форум предприятий торговли и общественного питания. Более подробно мы сегодня говорим об этом с нашей гостьей. Рада представить вам председателя Национальной ассоциации рестораторов, ательеров и туризма, Ассоциации гостеприимства республики, организатора республиканского форума торговли и общественного питания Якутии Татьяну Тымырову. Татьяна Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как я уже сказала, ваша организация входит в состав организаторов. Расскажите о главных целях и задачах форума, да? Да. В этом году мы уже проводим 3-й республиканский форум торговли и общественного питания. И с организатором, который является Министерство торговли, предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия и Торгово-промышленная палата. В этом году мы форум наметили с 24 числа, и уже вчера мы провели панельную дискуссию, на которой мы обсудили, какие новые правила санитарных, проект санитарных норм, да, какие есть изменения в законодательстве, какие изменения в налоговом законодательстве, да, наши проблемные вопросы с мусорной реформой и такие вот основные актуальные вопросы, которые интересуют, конечно же, наших предпринимателей сферы общественного питания. И приехали на форум предприниматели из Ленского района, Хангаласского, Намского, Вилюйского района и, конечно же, те бизнес-предприниматели, которые в городе Якутске. На форуме мы планируем также провести практические семинары и мастер-классы от шеф-поваров. Конечно же, изюминкой этого форума было открытие новой кондитерской, большой кондитерской, да, вот «Сладкие мечты». И вчера было торжественное открытие, где участники форума могли посетить и посмотреть изнутри, какие новшества, да, в кондитерском производстве, в кондитерских пекарнях есть вообще в городе Якутске. И также посетили рестораны, где участники могли окунуться в самое сердце ресторана, посмотреть изнутри кухню, как все это организовано, какие новые концепции ресторанов, какие тренды. И если говорить вообще в целом о развитии сферы общественного питания, я бы хотела отметить, что у нас, конечно, идет рост количества субъектов, да, вот, предпринимателей. Если говорить в целом о республике, то это 1160 субъектов в сфере ресторанной и гостиничной деятельности. Но большую долю занимает это предприятие в городе Якутске. Сейчас их 527. Если говорить в целом о ресторанах, если мы раньше, года 2 назад, насчитывали их всего 68, то сейчас уже 85. И это, конечно, очень радует. И новые концепции, новые тренды развития. Да? А сейчас вы сами, как жители, наверное, видите, да, насколько улучшилась сфера гостеприимства в нашем городе. И есть выбор, куда сходить. И этот форум мы как раз-таки посвящаем тому, чтобы поделиться опытом, профессионализмом, раскрыть новые тенденции, да, и рассказать, а что вообще в России сейчас у нас происходит в этой сфере и куда можно еще поехать поучиться. Ну и, конечно же, очень интересный формат у нас будет завтра, да, это бизнес-завтрак с министром предпринимательства, торговли и туризма Ириной Высоких, где можно в открытом диалоге пообщаться. И поэтому данный формат форума, да, открытого диалога контрольно-надзорных органов, органов власти, да, бизнес-сообщества, обмен опытом, он, я считаю, очень практичный, имеет
эффект свой, да. Вчера буквально отзывов было положительных очень много от наших участников. Приехав издалека, они почерпнули очень много полезного для себя, да, и говорят, теперь мы знаем, как надо дальше развиваться, теперь мы знаем, какие изменения законов есть, мы знаем, как ответить на тот или иной вопрос, да, и поэтому было вчера, даже вот первый день прошел очень успешно, я надеюсь, что эти дни у нас пройдут также эффективно, и приглашаем всех желающих нашей сферы торговли и общественного питания посетить наши площадки в рамках форума. Татьяна Александровна, а сколько вот насчитывается участников, да, форума в этом году, и все ли они вот уже состоявшиеся, да, в этой сфере люди, или есть и те, кто только вот хочет попробовать себя? Ну, вчера вот на панельной дискуссии было порядка 60 предпринимателей. Кроме этого, мы каждый день запланировали по уже имеющимся вот площадкам посещения наших участников, да. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что с каждым годом, да, вот организация, профессионализм шеф-поваров, он растет. И поэтому заинтересованных с каждым годом становится больше. Ну и те, кто приехали из дальних районов, я считаю, конечно, это очень отрадно, потому что не всегда получается куда-то выехать, приехать. А здесь, конечно, не обошлось. Еще и торжественное награждение было всех наших вот работников, да, которые столько много своего труда отдают во благо людей. Поскольку вкусно кормить, правильно кормить, да, еще и красиво кормить – это наша задача. Татьяна Александровна, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Удачного проведения форума, и приглашаем всех телезрителей присоединиться, всех заинтересованных. Действительно, вот заговорили о еде, и очень захотелось есть. Приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. Брызгайтесь, я не знаю, ванилином, какими-то средствами, потому что мошкары действительно очень много на улице. Но, тем не менее, это не мешает нам иметь хорошее настроение и улыбаться новому дню. До встречи, до завтра.